Здравствуйте, уважаемые зрители канала Саулык Лайф. Меня зовут Байгужа Аблайхан, я врач-уролог-андролог. И сегодня мы будем с вами отвечать на такой вопрос: нужно ли мужчине готовиться к зачатию ребенка. У нас получится сегодня очень короткая лекция, потому что однозначно, да, правильная подготовка мужчины к планированию беременности способствует рождению здорового потомства. То есть, почему? На прошлых эфирах мы с вами обсуждали, как устроена мужская половая система, как все работает, откуда берется сперма, откуда берутся сперматозоиды, как много факторов может влиять на активность сперматозоидов и, соответственно, способность мужчины к оплодотворению. Поэтому мужчины должны быть обеспечены максимально комфортными условиями для образования и созревания сперматозоидов, для их передачи в организм женщины. Когда нужно начинать готовиться к планированию беременности? Я бы хотел ответить, что готовиться необходимо всю жизнь, то есть вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться, соблюдать рациональный режим труда и отдыха, проходить чекап, контролировать свои хронические заболевания и так далее. Но, к сожалению, в современных условиях это почти невозможно, и поэтому мы рекомендуем ребятам, тем, кто хочет подготовиться к беременности, начать готовиться к ней хотя бы за 3 месяца. Почему 3 месяца? Процесс образования и созревания сперматозоидов называется сперматогенез. И в среднем один цикл сперматогенеза составляет где-то примерно 72-74 дня. И поэтому, если пациент начнет готовиться к беременности за 3 месяца, шанс дать здоровое потомство возрастает в разы. Что именно нужно сделать за эти 3 месяца? В принципе, достаточно исключить хронический стресс, исключить по возможности все вредные привычки, добавить какую-то физическую культуру, наладить питание, наладить свой режим работы, режим отдыха. И этого, в принципе, достаточно для условно здорового человека. Когда требуется дообследования и консультация андролога или репродуктолога? По определению Всемирной организации здравоохранения, если у супружеской пары в течение 12 месяцев регулярной половой жизни не происходит, не наступает беременность, тогда по определению эта пара становится бесплодной, тогда необходима консультация узких специалистов. У женщины это гинеколог или репродуктолог, у мужчины это, соответственно, андролог или репродуктолог. Что происходит на дообследовании у специалиста, какие мероприятия, какие диагностические исследования проводятся. То есть все подбирается индивидуально после тщательного сбора истории вашей жизни, истории заболеваний вашей половой системы. Назначается какое-то дообследование, это может быть банальный общий анализ крови, общий анализ мочи для исключения каких-то хронических заболеваний. Это может быть спермограмма, то есть анализ, который показывает качественные и количественные характеристики вашей семенной жидкости и сперматозоидов, то есть их активность, их форму, их подвижность, то есть их способность добраться до органа адресата и выполнить свою основную функцию. Это может быть УЗИ органов мошонки для, например, выявления каких-то заболеваний яичек или варикоцели, потому что варикоцеле влияет на способность оплодотворить. Каким образом? То есть у каждого органа есть свои сосуды. Артерии, которые приводят кровь к этому органу, и вены, которые отводят кровь от него. И также и у яичка есть свои артерии и вены, они находятся в семенном канатике. И вот когда эти вены семенного канатика варикозно расширяются, в них скапливается кровь, то есть нарушается отток, это состояние и называется варикоцель. Из-за того, что отток нарушен, нарушается терморегуляция яичка. Терморегуляция – это, то есть, обеспечение яичка
нормальными температурными условиями для того, чтобы там правильно образовывались и созревали сперматозоиды. То есть яичко перегревается и не способно образовывать активные сперматозоиды. Обычно после устранения варикоцелия спермограмма меняется в лучшую сторону через определенное время. Что еще? Помимо этих обследований нужно исключить инфекцию, передающуюся половым путем, потому что, как мы на прошлой лекции обсуждали, многие инфекции, венерические заболевания могут протекать бессимптомно, могут влиять на мужскую половую систему, могут приводить к бесплодию. Поэтому анализ на инфекции, передающиеся половым путем, такие как ПЦР первой порции мочи или ПЦР мазка из уретры, являются рутинными, то есть обязательными. Подводя итоги, можно сказать, что на снижение способности мужчины к зачатию влияет очень много факторов. Это, казалось бы, банальное нарушение режима сна. Мы это с вами обсуждали в лекции «Влияние вредных привычек на мужскую половую систему». Это хронический стресс, это вредные привычки однозначно, это обострение имеющихся хронических заболеваний, это заболевания органов половой системы, там различные воспаления яичек, воспаления предстательной железы, инфекции, передающиеся половым путем, тот же варикоцеле, про который мы только что говорили. Это может быть андрогенный дефицит, то есть снижение уровня мужских половых гормонов. Он может быть возрастной, может быть из-за каких-то других причин. Поэтому в каждом индивидуальном случае определяется диагностический маршрут пациента, какие обследования надо пройти, чтобы исключить те или иные заболевания, и приступить к лечению, к восполнению, например, дефицитов, которые могли привести к данному заболеванию, или непосредственно гормонозаместительной терапии, например. Также на способность мужчины к зачатию может повлиять частота половых актов. То есть если половой акт совершается слишком часто, то есть больше, чем один раз в день, это тоже может снизить способность мужчины к оплодотворению за счет того, что сперматозоиды не успевают созревать. То есть у нас в предстательной железе у мужчин образовывается жидкость, которая становится составной частью спермы. И она образовывается, накапливается в течение 3-4 дней. То есть если слишком часто будет происходить половой акт, то и, соответственно, все эти составные части семенной жидкости, сперматозоиды не будут такими активными, недостаточно активными для оплодотворения. Поэтому даже чистота может влиять на оплодотворение. Поэтому это очень такая тонкая тема, к которой надо подойти очень ответственно и серьезно. В принципе, это все, что необходимо знать. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их здесь в комментариях. В принципе, вопросов нет. Спасибо за внимание. Надеюсь, был для вас полезным. Вовремя обращайтесь к врачу и не бойтесь урологов. Всем здоровья.